Күншерфіңіз қайырлы olsun, эфирде заман саатлерде 12:30 бүгін Қырмыжғалының 818 күні кетмекте. Студияда сілеріні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Бақшсарайда Бұтын Дүния Қырым-Татар Конгрессінің Иджира комитет азасы Эрвин Ибрагимов ғайып болды. Бұл ақта Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял білдірді. Оның сөздеріне көре Эрвиннің арабасыны ақшам шерде евіне етмезден тапқанлар. Қапылары ачық еді, кілетлер ісе арабада. Эрвин Ибрагимов регионал Меджлис азасы ве Бақшсарай шер шурасының сабық депутаты. Ана бабасы ве яқынлары Эрвин қайда олғанны білмейлер. О бағға шықмай телефон сонық. Сонки кере Туневын ақшам саат 11-де бабасынен лаф еткен. Как нам стало известно, вчера около 11 вечера Эрвин Ибрагимов, находясь, видимо, в машине своей, позвонил отцу, спросил, где находятся документы на машину, после чего он больше на связь не выходил. Через какое-то время, буквально там в остановке, наверное, от дома, недалеко от дома, в Бахчисарае, был найден родителями, отцом, его автомобиль. Ключи от машины находились в замке зажигания, бардачок был открыт, сама машина, получается, была не закрыта. На данный момент, что с Эрвином, где он находится, к сожалению, неизвестно. Телефон его выключен. Мы обратились уже и в полицию, и в ФСБ. Нигде нам никакой информации не дают. Потому что мы это сделали, так как неоднократно, и у нас есть подозрение, что даже представителями силовых структур люди похищались. Пока никакой информации нет. Единственное, мои коллеги делают предположение, что раз он искал документы на машину, то, скорее всего, его могли остановить сотрудники ДПС. А это могло стать поводом вообще для того, чтобы он остановился и чтобы совершить его похищение. Пока вот такие домыслы, скажем так, это, конечно же, нельзя назвать фактической информацией, но это все, что мы имеем на сегодняшний момент. У нас нет информации, чтобы Эрвин был замешан в каких-то там делах, чтобы с ним это могло происходить что-то такое там связанное с коммерцией или с незаконной деятельностью и так далее. Эрвин Ибрагимов известен как активный член Бахчисарайского регионального меджлиса, он член исполнительного совета Всемирного конгресса крымских татар. В принципе, не скрывался и свою позицию по поводу происходящих вещей говорил. Мы не исключаем, что здесь может быть завязана и политическая его деятельность. Но пока что утверждать что-то мы не можем, потому что слишком много неизвестного. Бүгін судақта махкеме күні шерінің Ишғалжы махкемесі 18 майыс күні санки автоюрышты иштирак еткен 4 Қырым-Татар геншінің ичіні бақмақ керек. Топлашув саат 9-да башланмақ керек еді, ләкин да башланмай. Матем күні арабаларында милли темсалерінен кеткен геншлеріні ГИБДД қадемлері тоқтатты. Полиция бөлігінде есе оларға мемори протоколлар тізділер. Санки олар уйғынлаштырылмаған автоюрышты иштирак еткенлер. В 9:00 было назначено заседание по ребятам, которые участвовали якобы в автопробеге. В 9:00 ребята прибыли вместе с родителями, вместе с адвокатами. И, собственно говоря, поддержать ребят приехали не только из ближайших друзья, но и достаточно большое количество судакчан, крымских татар, которые проживают в Судаке. Ну и были еще гости, так сказать, из Симферополя. Мы прождали где-то около 40 минут. В течение 40 минут нам удалось выяснить, что судья находится, который должен рассматривать данное дело, находится в совещательной комнате по совершенно другому уголовному делу. И что раньше, чем до обеда, судья не освободится. Собственно говоря, нам объявили, что ребятам позвонят из суда, из секретариата, сообщат о времени. Очевидно, это будет сегодня, после обеда, как нас ориентировали, но дополнительно, то есть ребятам сообщат о времени, на которое будет назначено само заседание. На суд, когда в 9 утра мы подошли, мы наблюдали пока только представители полиции, которые, собственно говоря, составляли административный протокол. Представители ГИБДД не явились пока, но и полиция, и мы настаиваем на их присутствии в суде, поскольку это они были инициатором всего мероприятия, связанного с задержанием ребят и так далее.
Саяси мабус Арсен Джапаровқа СИЗОда басқа япалар. Bu haqda advokat Emil Kurbedinov өз Facebook sayfasында yazdı. Onun sözlerine göre mabusның ана бабасына да басқаға оғрай. Беллики Джапаровны кечкен ай Ялта живарындаки Қызылташта яқаладылар. ФСБ оны Хизбут Тахрир бірлешмесіне санки алақасы олғанында шеклеп терроризмде қабатлай. Арсен Джапаров помещен в камеру с лицами, обвиняемыми в изнасиловании. Потом его перевели на 2 дня в карцер, затем поместили в камеру так называемую пресс-хату, где доходило до конфликтов. Затем опять вернули в камеру с насильниками. Все это делается, по-видимому, для сговорчивости. Читать намаз Арсену в этих камерах не дают. Также неизвестные пытаются влиять на родственников, уговаривая их поговорить с Арсеном, чтобы он был сговорчивей. Следует добавить, что Арсен Джапаров еще на воле подвергся агрессивной вербовке. Еще будучи на воле, и с работы уволили, и ДТП организовали. Затем арестовали и обвинили в терроре. Қырымдатар халқына басқыны ярымаданы терк етсін деп япалар. Бұнда оқу қорчалайжы инсан ақлары бойынша контакт группа азасы Абдуришид Джапаров емин. Оның сөздеріне көре шымды Русия бұтын дүнияға Қырымда уйдырма террористлер олғанны көстермеге істей. Прежде всего для запугивания, для подавления воли, для подавления, в общем-то, всякого желания там вообще жить в Крыму, потому что чем больше таких явлений, чем больше таких, в общем-то, вещей, и у многих, может быть, они думают, что у многих возникнет желание выехать из Крыма как бы от проблем подальше. Вот как бы еще как бы цель выдавливания отсюда нашего населения. Да, просто крымские мусульмане. А для этого не обязательно быть там экстремистами или даже быть членом Хизбут Тахрир. Просто пока решили, что этот сбор проходит, почему их забирают? Ну, все понимают, что когда речь идет о просто людях, тогда включается правозащитники, мир, Европа и все остальное. А когда вдруг говорят о исламистах, о мусульманах, и их как бы окрашивают, там, не знаю, там, террористы, кого-то, и у них как-то начинают задуматься, может быть, это правда, может так. Поэтому они, видимо, это уже проверили, вот у них конвейер обкатан, и они как-то, видимо, решили нас сделать под эту статью. Дело в том, чтобы очевидно, чтобы в самом деле от нас отказались и те, кто за нас, там, ну, в общем, все, кто с нами солидаризируется. Қырымтатар саяси мабусларының айлелеріне ярдым көстері фонды Қараденес Продакшн студиясының баш мұғарері Лилия Буджурова мабусларының қоранталарына дестек көстермек үшін бірлешмеге чағыра. Шымды 18 қырым мұсылманы, олар арасында 17 қырымтатары апсте болуна. Ишғалжы әкиметі яқаланғанларының эксериетіна терроризмде қабатлай. Үч инсанны 2014 сенесі февраль 26 күні Санки Кутлеви қалабалықлар чықарғанында. Апсте олғанларының умумен 41 баласы бар, олар шымды бабасыз қалды. Буджурова бойында епсі біздің балаларымыз деді. Бабалар апсте олғанна қадар бұл кечік балаларыны остырып аяққа қоймақ әрбір қырымтатарының мұсылманның боржедір. Теклифлері олған тешебішчілер экранларда көрген телефон номерасы ве электрон адресі бойынша бағлана білелер. Ахмеджи живарындаки Ешілдақ сакинлері шерге бармақ үшін эркун ең азындан 2 километр жаяп жүрмеге мejburlar. Yol вазиеті дешетлі алда олғаны себебінден қасабаға келген маршрутка келмей қалды. Кешкен күзде Ишғалжы әкиметі yolны біраз тамерлеген, ләкин отек бір қачафтаға еткен. Шымды қасабаға әжелі ярды машинасы да келмеге разы олмай. Талебелер ісе мектепке бармақ үшін ең азындан 2-3 километр месафені жаяп кечмеге мejburlar. В прошлом году нам в конце года привезли, значит, переработанный, скажем так, асфальт, который снимали в городе, и сделали нам отсыпку от начала нашего поселка и вот до этой остановки. Сказали, что на 500 000 нам дорогу засыпали. Приезжает ГИБДД, нашу дорогу, значит, не принимает. Опять у нас дорога аварийная. Это буквально сразу на 3-й или на 4-й день. Вот. И транспорт нам опять, значит, не пускают. Когда снег, когда дождь, мы полностью пешком идем. Я каждый день обычно хожу 3,5 километра. Оттуда сюда. Иногда по рабочим дням 7 километров. Подвозит иногда до конца бетонной дороги. И все, а там все люди пешком идут. В прошлом году мы попытались исправить ситуацию. Потратили 500 000 собственных средств на восстановление дорожного подкрытия. Была проведена работа по подготовке, прежде чем уложить, а потом вырубка была закатана катками уже на подготовленную поверхность. И это стоило 500 000 рублей.
Однако этого оказалось недостаточно, и перевозчик не возобновил маршрут. Усатқа сонки хаберіміз еді, невбетекі яйынларымызны қачырманы, сатыр әлі олыныз, көрішмек үзіре.